Сегодня у нас открытие нашей рекреационно-обучающей площадки «Лаборатория Солнца». Это подарок, и подарок этот нашей молодежи, нашей детворе. Потому что вот именно на этой площадке они собираются. Здесь постоянно дети, много детей. Па ажыўленай трасе Брэст-Камянец-Белавежская пушча аграгарадок ведамля акуратны ўпарадкаваны населены пункт паабапал дарогі. Да апошняга часу яго цэнтрам лічылася аб'ёмнае скрыжаванне дарог. Цяпер гэты статус упэўнена бярэ на сябе стары яблыневы сад, што побач з будынкам, які дзеляць між сабой Відамлянскі сельскі савет і адкрытае акцыянернае таварыства Відамлянскія. Тэрыторыя сада цяпер прывабнае месца адпачынку з дзіцячай пляцоўкай і тут жа лабараторыя Сонца. Рэкрэацыйна-навучальная пляцоўка, яе галоўнае прызначэнне – папулярызацыя альтэрнатыўных крыніц энергии. И здесь, как вы заметили, стоят стенды, которые пропагандируют альтернативные источники энергии. И то есть дети, вот это такое ненавязчивое, мы будем обращать внимание на то, что энергию нужно беречь сегодня и сейчас. И относиться к этому экономично. Лабаратория Солнца – инициатива Відамлянского сельсовета, признаная пераможцай основного конкурса проекта «Содействие развитию на мясцовом узроўні у Республике Беларусь». Проект финансуется Европейским Союзом и реализуется программой развития Организации Объединенных Наций. Закономерно ці не, але магчымасць цікава праводзіць час першым оценило молодое поколение. Сад теперь носит назву «Нескучный сад». Раней был сумным, теперь же… Когда проложили дорожки, поставили детскую площадку, этот сад действительно стал нескучным, потому что в нем собирается много детей. Заставалася афіцыйна адкрыць сад і лабараторыю Сонца як завяршэнне праекта. Знакавая падзея стала часткай відамлянскага фэсту Дня аграгарадка. Яго прыўрочылі да святкавання Дня Святой Троіцы пасля богаслужэння ў мясцовым храме Пакровы Найсвяцейшай Багародзіцы. Яго настаяцель, отец Валентин, нагадвае аб высокім сэнсе жыцця на зямле. Чтобы мы не потеряли корня своего, чтобы истина у нас сохранилась, чтобы мы прославляли Творца, Бога Отца, Бога Сына и Бога Святаго Духа. И каждый человек, который, живя на земле, старается сохранить и приумножить красоту Божьего мира, тот достоин похвалы. И вот прекрасное место для отдыха, напротив храма, тоже хорошо. Сярод удзельнікаў свята не толькі жыхары мясцовыя, людзі з суседніх населеных пунктаў з Камянца, Брэста. У каго тут карані, у каго сябры ці знаёмыя, Відамля ў свой дзень аб'яднала іх як аднадумцаў у любой да малой радзімы, як яе патрыётаў. Вышла красное соника, а каля доросы ходит девчина краса, у белых ручках перанька. Наверное, агрогородок Відамля самый красивый агрогородок в нашем районе. В нем особая духовная атмосфера. В нем хочется жить, учиться, работать, растить детей. Самое главное богатство агрогородка – это, конечно же, люди. Именно их трудолюбием, их идеями и талантами развивается это замечательное место. Обычно говорят, что солнце светит всем одинаково. Но с сегодняшнего дня в агрогородке Відамля оно будет светить особенно, потому что с сегодняшнего дня начнет работу новая площадка с романтическим названием «Лаборатория Солнца». Шла, уголек знайшла, а зато и в уголек любить меня ковалек. Богородица, синего красота, меня мамочка журила, как я его не любила. Не
ходи, не ходи по ягоды, не люби его, смачный медик солоденький, мой малойчик молоденький, пусти мамка погуляти, малойчика повидати. Увагу на сябе звяртаюць словы на плакаце над сцэнай сцежкамі малой радзімы. Яны ўвабралі ў сябе гісторыі ўсіх фэстаў, што дагэтуль падарожнічалі па вёсках Відамлянскага сельскага савета. Фэсты як магчымасць паказаць прывабнасць малых вёсак і гэтым прыцягнуць увагу людзей да мясцін, якія могуць стаць для кагосьці пастаянным месцам жыхарства. С 2012 года сельский совет проводит фестиваль малых деревень «Вёсочка моя, моя шаровница», задачами которого является сохранение народных традиций и напоминание необходимости внимания к малым деревням, где тоже живут люди. При подготовке к празднику люди наводят порядок в своих деревнях. Они не просто ждут в гости родных, они хотят, чтобы их деревня понравилась, выглядела достойно. Кроме того, праздники способствуют возрождению деревни. В рамках фестиваля прошло уже 6 праздников малых деревень, территориально относящихся к ОАО «Відомлянская». Это Грушевский светанок, Барансковский завитанок, Млыновский бирожок, Куфар радости, Гасёня на лясной, Мядовый чай на панскім. З наступнага года фестываль пачне падарожнічаць па вёсках адкрытага акцыянернага таварыства «Агратурна», якое таксама ахоплівае тэрыторыя Відамлянскага сельскага савета. З фестывалем увесь час падарожнічаюць і удзельнікі мастацкай самадзейнасці Відамлянскага сельскага дома культуры, надаюць яму каларыт, задушэўнасць і бадзёрасць адначасова. Целовались, миловались до зари, нам всю ночь пели нежно соловьи. Целовались, миловались до зари, нам всю ночь пели нежно соловьи. Цэнтрам жыццялюбства і жыццярадаснасці назвала Відомлю, а сам дзень аграгарадка святам сонца дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Жанна Статіўка. Конечно, то, что эта дата проходит под девизом Года Малой Родины, и когда видишь, сколько людей здесь присутствует на празднике, я уверена, что со всех уголков нашей страны на свою малую родину приехали к своим родителям, бабушкам, дедушкам, жители, которые выросли здесь, в этом агрогородке. У арганізацыі і правядзенні фестываляў заўсёды актыўна ўдзельнічала адкрытае акцыянернае таварыства «Відамлянскае». Актыўным партнёрам прадпрыемства выступила и ў реализации проекта «Лаборатория Солнца». Я вспоминаю те времена, когда большая часть, 99% говорили, ничего не получится, все тут затопчут, расти ничего не будет и так далее. И что сегодня мы видим, насколько отличается наша деревня Відомля от других деревень, которые есть даже у нас в Каменецком районе. И вы видите, насколько это востребовано. Последние дни, когда вот перед открытием здесь дети просто не уходили отсюда, они весь день до вечера здесь игрались. Добраўпарадкаванне аграгарадка – агульная справа ўсіх відамлянцаў. Кожны стараецца зрабіць сваю сядзібу прывабнай, але нельга не прызнаць, усе гады імпульсу добраўпарадкавання задавала мясцовая школа, прышкольная тэрыторыя у зялёных насаджэннях і кветкавых клумбах. За большой вклад и внедрение новаторского отношения к благоустройству и озеленению пришкольной территории, эстетическое воспитание школьников награждается Відомлянская средняя школа.
выглядим так, в этом заслуга всего нашего коллектива учителей, детей и родителей. Чтобы детская площадка приносила всегда только радость, чтобы это было действительно место отдыха. Все то, что установлено бесплатно, надо беречь. И если мы будем сообща просить наших детей бережно относиться к каждому винтику, к каждой дощечке, поверьте, она не только прослужит год-два, но она прослужит и 10. Мы надеемся, что эта площадка будет таким местом продвижения, пропаганды, бережного отношения к энергоресурсам, к природе и к электроэнергии. И в частности, она будет демонстрировать, что может нам дать солнце. Не только загар на пляже, не только хорошее настроение, но и электричество, и нагревать воду и так далее. На плакате, который там установлен, приведены 3 слова из очень знаменитой когда-то детской песни: «Пусть всегда будет солнце» с восклицательным знаком. Пусть всегда будет солнце на небе, пусть всегда будет солнце в наших домах, в наших душах. Кветнікі і зялёныя насаджэнні па ўсёй відамлі адное з пацвярджэнняў, што сонца ў дамах і ў душах мясцовых людзей жыве, што адлюстроўваецца як у жыцці прыватным, так і працоўным. За лепшае ўтрыманне і творчы падыход у добраўпарадкаванні тэрыторый адзначаны калектывы мехдвара адкрытага акцыянернага таварыства «Відамлянскае», зернетока, фермы Яменка. Да грамат прыкладзены і па 25 базовых велічынь. Сам порядок не наведешь, мы работаем командой. У нас очень хорошая команда, все молодые специалисты, все дружные. И цветочки тоже садим. Это у нас привито. Все отлично, справились. Давайте похлопаем. От руководителя. Красота спасет мир. У добраўпарадкаванні аграгарадка асобна адзначана Тацяна Логаш, а па выніках конкурса на лепшы па парадку і прывабнасці падворак за творчы падыход у аздабленні сядзіб узнагароджаны сем'і Каладзеяў, Славінскіх, Жидок, Табольчик и Филиппович. Стараемся, чтобы все было красиво. Стараться, чтобы выглядело соответствующе. А кто у вас инициатор? Жена, конечно, супруга. Вы исполнитель? Мы помогаем, да. Она нам говорит, что надо делать, показывает все. Урачыстасці працягваюцца ушанаваннем самых сталых і самых маладых сем'яў, для якіх Відамля стала самым лепшым на земле месцам. Молодые семьи готовились, видимо, к открытию площадки, потому что рождаемость в сельсовете у нас выросла. Если за прошлый год у нас было зарегистрировано 9 малышей в агрогородке Відамля, то за текущий период, вот на сегодняшнее число, зарегистрировано уже 8 малышей. И мы думаем, эта цифра как минимум удвоится. Это вышла бабушка к нам. Чалавек гісторыя Анастасія Івановна Яцевіч 93 гады мае ў прычыну доўгажыхарства ставіць пазітыўныя думкі. Ушанаванне прымае з глыбокай удзячнасцю. Так званая афіцыйная частка змяняецца канцэртнай праграмай творчых калектываў мясцовага сельскага дома культуры, у тым ліку народнага клуба творчай моладзі «Свой круг», які аб'яднаў многа дзяцей школьнага ўзросту. Пасля канцэрта акцэнты свята змяшаюцца непасрэдна да саду, як заведзена на фестывалі. У лепшых традыцыях гасціннасці і хлебасольнасці ўжо накрытыя сталы са стравамі беларускай кухні. Прысмакі ад вёсак суседніх і ад гаспадароў свята. На момант нашага падыходу іх прадстаўлялі Тацяна Жидок, Кацярына Шостик и Наталья Каладзей. Мы с молодежной улицы. У нас одна молодежь. Улица Советская. Улица Советская, да, самая молодежная. Мы самые молодые там. Да, мы все соседи. С одной улицы. С одной улицы мы. Нам это все нравится. Угощаем всех. Да мы все готовим. Да мы все вместе. Кто-то любит пирожки постарше. Молодежь, может быть, любит печенье. Выпить. Кто-то любит бутерброды.
Імправізаваную сельскую сядзібу дапаўняе вясковая печ са спадручных сродкаў. Справа рук Татьяны Габровой, Алены Цыбулевич и Алены Обламской. Вообще это воплощение традиции. Со временем, да, благоустройство нашей деревни намного изменилось. И надо отдать должное тем людям, которые большой вклад вкладывают вот в развитие нашей деревни. Наша советская возвратилась как. По одной стороне была как бы улица. Когда пришла к нас молодежь, настроили домой. И у нас, вот сейчас, когда мы готовились к празднику, это такие все девчата молодцы, только дали слово, девчата, надо сделать. И все вот, посмотрите, это каждая хозяйка проявила себя здесь, что-то показала, свою фантазию. Во всех фестивалях малых вёсак ужо як штатные удзельники семья Надеи Лыскович с Малых Мурынов с сябрами. Малые Мурыны, семья Лысковича и Соболевских и наши друзья, которые всегда присутствуют, как с Бреста, да, из Каменца. Все праздники. Да, помогают готовить и привыкли быть в этой деревне. У нас бабушка очень гостеприимная, научила нас пироги печь вот в сельской печи, вот такие калачи печем, во какие. Гаспадар на тэрыторыі певень, які сцеражэ яйкі, правда, гусіныя, затое вялікія. Апетитным выглядом вабяць домашние засолки огурки. И в этом году мы привезли козий сыр с медом своим домашним и вареньем домашним. Але самая казырная страва ад Малых Мурыноў – гэта сала, толькі з ім поўны нацыянальны каларыт. І пра яго тут расказваюць, нібы паэму складаюць. И на этот раз мы представляем неизменное наше сало, но в разных приготовлениях. Это у нас сало рулька. В деревне всегда в основном люди делают сало с ножки, срезают рульку. Ее или морозят, или сразу приготавливают, отваривают под гнет, и она очень вкусная. У нас еще сало есть на этот раз отварное, с приправами все. Оно тоже очень вкусное. Ну, я считаю, что деревню кто-то должен представлять. И як штрих для полноты картины – жарт. У нас Виктор Семенович, как мужчина, он на заднем плане, он нас охраняет, наша охрана, чтобы не разбежались. Дзень аграгарадка сваім удзелам падтрымалі таксама і аграэкасядзібы, што на тэрыторыі савета таксама прывезлі свае стравы і гасцінна частавалі ўсіх. Аграэкасядзібы Млынок, лясная паўлінка, тры калодзежы, як пацвярджэнне магчымасцей, якія дае вёска. Мы – это хороший показатель того, как семья, живущая в городе, может со временем вернуться в деревню и жить там, работать. Причем работа в деревне есть, ее там много, хоть многие люди этого недооценивают. Тем более сейчас программы разные у нас государство разрабатывает, в том числе агроэкотуризм, который помогает молодежь возвращать обратно к истокам. У свой час городское жыццё изменил на сельское Дмитрий Колодей и лічыць, что... Понимаете, наверное, как я, наверное, больше никто не прочувствовал это. Выросший в Бресте, проходивший 9 лет в школу, отучивший, выросший с родителями, и вот переехать в деревню, и вот я скажу, что в этой деревне можно жить то же самое, что в Бресте. Деревня Видомля – это, как говорится, такой, можно сказать, не в обиду Каменца, это такой центр нашего Каменецкого района, через который все проезжают, и все этим любуются. И каждый хочет, чтобы у себя, у него на подворье была такая же красота, и люди стремятся к этому делу. Понимаете? Ну, это большого стоит. Я родом из Давидгородка, это Брестская область, Тулинский район, но сегодня как дома побывала, правда, настолько замечательно, такая ностальгия, такое приятное чувство. С Бреста приехали специально, у меня родом зять отсюда, сваха здесь живет, и вот она нас пригласила, много рассказывала всегда, как в деревне хорошо. Ну, мы часто приезжаем сюда, помогаем. Вот это вот внук мой. Действительно, малая родина, она дорогого стоит. Вот со всеми людьми встречаешься. Много что выехали с деревни, сейчас опять приехали на этот праздник. У працэсе святкавання афіцыйнае адкрыццё лабараторыі сонца. Кстати, вы первая будете, Жанна Владимировна, да? Да, которая зарядила здесь свой мобильный телефон. Но все это история. И для яе фотоздымок на память. Эта площадка примерно неделю, как она работает. И вот проезжаешь и замечаешь, ну, вечером, ну, около 100 детей здесь.
И думаешь, откуда они здесь взялись, эти дети? Но они что были где-то по домам, по квартирам сидели. И все вышли гулять, потому что такого места скопления не было у нас нигде. А тем более такое благоустроенное, с солнечными батареями, с лавочками. Классно. Да, я же успел поиграть. Там дротики, как бросать шарик. Выиграл 4 сердечка. Это лучший праздник. Атрымалася цэлая планета дзяцінства, а ў дзень аграгарадка дзецям быў зроблены і сюрпрыз ад мясцовых прадпрымальнікаў. Дзякуючы Аксане Шаўчук працавалі пляцоўка «Аквагрым» і анімацыйнае шоу. Таксама садзейнне ў арганізацыі свята аказаў прадпрымальнік Андрей Герашченко. Праздник очень замечательный, все очень круто. Дети очень довольны везде. Там опыты показывают химические, там разрисовывают, все прям счастливы. Весь народ в восторге. Ну, конечно, вот это все, я думаю, оно как бы укрепит или, ну да, скорее всего, укрепит любовь все-таки к своему месту, к своей родине, к своему родному краю. Мне горка. Нравится, да? Тебе что здесь горка. нравится? Даже горка. Тебе что здесь нравится? Смотрите Кощей. Это очень значимо вообще, что в нашей республике, в нашем, ну, в Каменецком районе развивается так все, облагораживается. Приятно, очень хорошо, много что изменилось, видимо. Красиво сделали. Ездить погулять с детьми. Мне праздник именно запомнился тем, что это первый день деревни и что ну, такая атмосфера, она реально праздничная. А тебе деревня как, чем нравится? Во-первых, тем, что это моя малая родина. А мы не скрываем, что из деревни родом ходили за грибами соседние леса и ощущали счастье, душой были свободны, когда упав на травы глядели в небеса и ощущали счастье.